Кадорская крепость, предположительно XI века, много лет назад была внесена в список памятников архитектуры. Правда, тогда интерес к этому месту у археологов и ученых был небольшой. Возможно, это связано с тем, что до определенного времени добраться сюда было практически невозможно. Еще в 90-х годах прошлого века дорога была полностью уничтожена. Сейчас, благодаря компании «Нерод Инвест», она частично восстановлена, и теперь к этой крепости можно подъехать на машине. Эту дорогу пробили мы. Сюда невозможно было подъехать. Но вот сейчас, когда мы ехали, останавливались тоже. Работы надо, насыпи надо делать, выравнивать надо. Потому что это сейчас солнце пригрело, последние 2-3 дня мы можем кое-как проехать, и то на джипах. А то не проедешь. Дорогу, работы надо продолжать. Кажется, время не подвластно над этими стенами. Они сохранились практически в первозданном виде. Уничтожены были лишь незначительные ее части. У крепости большая история. Об этом можно судить и по многим историческим справкам и преданиям. Считается, что здесь долгое время скрывался сын Килишбея Чачба Сафарбей. Также во время Отечественной войны народа Абхазии это был оборонительный рубеж. Вот здесь вот находились отряды нашего ополчения, которые контролировали ситуацию за Кадор, потому что за Кадором находились грузинские войска. Но вертолетами их бомбили. И вот там вы видите разрушения, стена, часть в южной части пострадала. И там эти разрушения были связаны с боевыми действиями. Определить, когда была разрушена эта стена, сейчас уже невозможно. Но с каждым годом, пусть и незаметно, но рушится и западная ее часть. Также у подножия скалы совсем недавно были проведены масштабные работы по укреплению берегов. По словам сотрудников компании «Нерод Инвест», русло реки было изменено, так как вода подмывала часть скалы. Мы начали берегоукрепительные работы по правой стороне реки Кадор. Вот село Кацыкыт. Начали берегоукрепительные работы проводить. Там укрепили, но Кадор двинулся тогда в левую сторону. Начал подмывать эту левую сторону. И вот это, если мы срочно не перебросили сюда технику и русло Кадора не перекинули в середину, сегодня этой крепости, у подножия которой мы стоим, скорее всего, не было. Работу провели. Работа была проведена, конечно, по поручению, по заданию, значит, руководства страны. От многолетних зарослей и мусора была расчищена и сама крепость. Пока здесь никакие работы не ведутся. Но в планах у Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия этот памятник архитектуры и всю прилегающую к ней территорию сделать еще одним объектом туристического маршрута. В перспективе это был бы очень хорошим туристическим маршрутом в Восточной Абхазии. Это дало бы возможность этому месту совершенно иное звучание будет. Дорога, люди, и как-то вот это сделать. Но мы будем делать. По словам замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батала Кубахия, в скором времени будет создана комиссия, которая в дальнейшем будет заниматься вопросами благоустройства Кадорской крепости. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.